В Урнарской районной больнице еще зимой приступил к работе новый земский доктор. Кандидат медицинских наук, военный хирург с большим стажем работы в госпитале имени Бурденко. Как он оказался в Чувашской глубинке, расскажет Татьяна Иванова. Знакомьтесь, подполковник военной службы в отставке Геннадий Литовченко. С февраля работает хирургом в Урнарской районной больнице по программе «Земский доктор». После учебы в Томском мединституте начал работать военным врачом. Затем долгое время возглавлял хирургическое отделение в главном военном госпитале имени Бурденко. Стаж работы в хирургии – 32 года. За это время даже успел поработать в посольстве России во Франции, где руководил здравпунктом. А у меня супруга отсюда, местная. Вот и вы 6 лет пробыли в Париже, ну и вовремя уехали. Хотя посол оставлял еще на год, хотя по контракту нужно было отработать 4 года. Но я отработал 6. В Урнарах живет престарелая мать жены. Вот и решили супруги Литовченко поселиться в Чувашии. Здесь, в больнице, именитый хирург познакомился с заведующим отделением Михаилом Калачевым, которого тоже можно назвать земским доктором. Врач полвека работает хирургом в Урнарах. В зрелые годы возглавлял больницу. И теперь чрезвычайно рад своему новому помощнику. Геннадий Яковлевич хороший специалист, он разбирается в медицине, написал кандидатскую по панкреонекрозам, то есть в практическом направлении его работы ценные. Gennadiy Литовченко – ас в области абдоминальной хирургии. Приходилось оперировать пациентов и с огнестрельным ранением, и в случаях онкологии. 6 пластик пищевода, ну, наверное, 10-15 резекций печени. Ну, а по онкология кишечника, это уже и резекции желудка по онкологии, это уже, я не знаю. В районной больнице хирургический профиль проще. Аппендициты, ущемленные грыжи, гнойная хирургия. Пациентов в отделении немного, и доктор к каждому находит подход. Он очень добрый хирург, очень понравился нам. Утром ходим на обходе, например, после обхода еще он заходит дополнительно в палату и интересуется состоянием здоровья больных. Доктор, да, старается, в народе хвалит. Единственная трудность, с которой пришлось столкнуться маститому хирургу, это цифровизация медицины в республике. Работая в Москве, Европе, он никогда не сталкивался с тем, что можно вести электронную историю болезни, записывать больных на консультации в чебоксарские клиники, получать результаты исследований через интернет. Но освоить новое – дело времени. Заведующий Михаил Калачев тревожится, что его коллега, освоив интернет-навыки, уедет обратно в Москву. Но Геннадий Литовченко никуда не собирается. После 60 ближе спокойствие тихой чувашской глубинки. Татьяна Иванова, Виктор Степанов. Вести Чувашия.